Бывают в жизни моменты, когда думаешь, нет, этого не может со мной происходить. Но это случается. И если ты, как и я, годами наматываешь километры на кардан своего грузовика, то наверняка знаешь это чувство. Чувство, когда мир вокруг на мгновение замирает, а потом переворачивается с ног на голову. Меня зовут Сергей. В паспорте Сергей Петрович Волков, а на трассе я просто сибиряк. Прозвище прилипло еще в 90-е, когда я перегнал свой первый КАМАЗ из Набережных Челнов в родной Иркутск. С тех пор так и пошло. 25 лет за рулем. Четверть века. Целая жизнь, измеренная не годами, а перегонами. Я видел, как страна менялась из окна своей кабины. Видел, как зарастали бурьяном поля в 90-е, и как сейчас на их месте строят гигантские логистические центры. Я спал на обочинах, в кабине, пропахшей соляркой и одиночеством. Ел придорожный борщ, от которого сводило скулы, и такой шашлык, вкус которого помнишь годами. Я знаю все трещины на асфальте федеральной трассы М7 «Волга» от Москвы до Уфы. Я могу с закрытыми глазами сказать, где кончается Владимирская область и начинается Нижегородская, где лучше не заправляться и в каком кафе под Чебоксарами подают самые вкусные чебуреки. Эта дорога — мой дом, моя исповедальня, мой вечный свидетель. Для многих дальнобой — это романтика. Бесконечная лента асфальта, свобода, новые города. Они видят только верхушку айсберга. А под водой — бессонные ночи, боль в спине, глаза, красные от напряжения и постоянное, звенящее в ушах одиночество. Ты один на один с дорогой, с мыслями, с самим собой. Иногда по рации поболтаешь с коллегами, обменяешься парой фраз про пробки или посты ДПС, и снова тишина. Только гул мотора до шуршания шин. И в этой тишине, в этом гуле, ты начинаешь слышать то, что в обычной жизни тонет в суете. Слышишь самого себя. В тот ноябрьский вечер я шел порожняком из Казани. Разгрузил фуру с бытовой техникой на огромном складе и теперь возвращался на базу в Ногинск. Рейс был тяжелым, сжатым по срокам. Пара бессонных ночей, литры крепкого чая. И вот она, долгожданная пустота, в прицепе и гул в голове. Я ехал и думал о доме. О жене, которая, наверное, сейчас смотрит свой сериал и ждет моего звонка. О сыне-студенте, которому вечно не хватает денег. Обычные земные мысли. Ноябрь в средней полосе, время тоскливое. Небо низкое, серое, будто ватное одеяло. Деревья вдоль дороги стоят голые, черные, как обугленные спички. Изморозь, переходящая в мелкий нудный дождь, размазывается дворниками по лобовому стеклу, превращая огни встречных машин в расплывчатые, слепящие пятна. Такая погода высасывает силы, давит на психику. Хочется одного — остановиться, заглушить мотор и провалиться в сон. Датчик топлива уже горел настойчивым оранжевым глазом. Я проехал Владимир, миновал поворот на Суздаль. Впереди, километрах в 30, была большая сетевая заправка «Лукойл» с магазином, кафе, охраняемой стоянкой. Островок цивилизации посреди ночной безлюдной трассы. Решено. Там и заночую. Глава 2. Островок света в ночи. Стоянка была почти забита, десятки фур стояли ровными рядами, как спящие киты, выброшенные на берег. Их бока поблескивали от дождя в свете высоких фонарей. Я нашел свободное место в дальнем углу, рядом с лесополосой. Заглушил мотор, и наступила звенящая тишина.
нарушаемое лишь стуком капель по крыше кабины. Несколько минут я сидел неподвижно, давая глазам отдохнуть от напряжения. Потом накинул старую балоньевую куртку и вылез наружу. Сырой холодный воздух ударил в лицо. Пахло мокрой землей, хвоей и дизельным топливом. Вечный аромат трассы. Я прошел мимо своих коллег. Кто-то уже спал, задернув шторки в кабине. Кто-то, сгорбившись, курил, глядя в темноту. Из одной фуры доносилась тихая музыка. Обычная жизнь ночной стоянки. В здании заправки было тепло и светло. За кассой сидела уставшая женщина в фирменной жилетке. В углу за столиком двое водителей вполголоса обсуждали последние новости. Я взял себе двойной эспрессо и горячий беляш. Кофе был горьким, а беляш — жирным. Но в тот момент это казалось пищей богов. Я сел за свободный столик у окна и стал смотреть на стоянку, на непрекращающийся поток машин на трассе. Именно тогда, между витриной с шоколадками и кофейным автоматом, я ее увидел. Она стояла совершенно неподвижно. Пожилая женщина в простом, видавшем виды черном монашеском одеянии. Голову покрывал темный апостольник, из-под которого выбивались совершенно седые, почти белые волосы. Она не смотрела ни на кого и ни на что. Ее взгляд был устремлен куда-то сквозь стену, в пустоту. Руки, сухие, с узловатыми пальцами, были сцеплены на груди. Вся ее фигура выражала такую растерянность и беззащитность, что у меня что-то оборвалось внутри. Вокруг кипела жизнь. Заходили водители, покупали сигареты, смеялись, но никто, казалось, ее не замечал. Она была как призрак из другого мира, случайно занесенный в этот храм неона и пластика. Сердце сжалось от нехорошего предчувствия. Что монахиня делает одна ночью? На заправке в сотнях километров от ближайшего крупного города. Я допил свой кофе и подошел к ней. Медленно, чтобы не напугать. «Матушка, доброй ночи. Простите за беспокойство. У вас все в порядке?» Она вздрогнула, будто очнувшись ото сна, и медленно повернула голову. Я увидел ее лицо. Глубокие морщины, как тропинки, разбегались от уголков глаз. А сами глаза голубые, когда-то, наверное, очень яркие. Теперь они были подернуты туманной дымкой. В них плескалась такая вселенская тоска и непонимание, что мне стало не по себе. «Добрый вечер, сынок». Голос ее был тихим, хрупким, как осенний лист. Я, кажется, заблудилась. Я ищу дорогу домой, но я не знаю, где я». Внутри все похолодело. «А где ваш дом, матушка? Может, название монастыря помните? Город?» Она нахмурилась, пытаясь что-то вспомнить. Это было физически видно, как тяжело ей дается это усилие. «Обитель, наша обитель. Там большой яблоневый сад. И колокольня, очень высокая. А в храме там икона Божией Матери. Старинная, чудотворная». Она замолчала, и по ее щеке скатилась слеза. «Я не помню. Я ничего не помню». В голове у меня лихорадочно заработали шестеренки. Яблоневый сад, высокая колокольня, чудотворная икона. Под это описание подходили десятки монастырей в Центральной России. Но что-то настойчиво толкало меня в одну сторону. Серафимо-Дивеевский монастырь. 4-й удел Богородицы. Одно из самых святых мест в России. Я был там пару раз, привозил паломников из Сибири. И я помнил этот огромный, утопающий в зелени сад и величественную Троицкую колокольню.
и благоговейную тишину у раки с мощами преподобного Серафима Саровского. «Матушка», — осторожно спросил я, — «может быть, Дивеева?» При этом слове ее глаза на мгновение прояснились. «Дивеева?» — прошептала она. «Да, кажется, Дивеева». И тут передо мной встал выбор. Тот самый выбор, который и определяет, кто ты есть на самом деле. На одной чаше весов срочный рейс, база в Ногинске, недовольный диспетчер Петрович, лишение премии, возможный штраф. На другой — это беспомощная, потерявшаяся в пространстве и времени пожилая женщина. Я вспомнил свою мать. Она умерла 5 лет назад от инсульта. В последние годы у нее тоже начались проблемы с памятью. Иногда она звонила мне, когда я был в рейсе, и спрашивала, где я, хотя я только что ей об этом говорил. Я вспомнил ее растерянный, испуганный взгляд. И я понял, что не могу уехать. Не могу оставить матушку здесь. А если бы это была моя мать? А если бы это была твоя? Я глубоко вздохнул, принимая решение. «Матушка», — сказал я как можно мягче, — «меня зовут Сергей. Если вы мне доверяете, садитесь ко мне в кабину. Поедем искать ваш монастырь. Я не знаю точно, как мы это сделаем, но я обещаю, что доставлю вас домой». Она посмотрела на меня долгим изучающим взглядом. А потом ее лицо озарила слабая, но такая искренняя улыбка, что на душе стало тепло. «Да благословит тебя Господь, сынок Сергей. Я знала, что Он меня не оставит. Он послал мне тебя». Я помог ей надеть старенькое пальто, взял под руку, и мы пошли к моему КамАЗу. Дверь кабины открылась с натужным скрипом. Я подсадил матушку, помог ей устроиться на пассажирском сиденье, закрыл дверь, мотор взревел, и мой старый верный грузовик, тяжело вздохнув, тронулся с места, увозя в ночь самый необычный и самый важный груз в моей жизни. Мы еще не знали, что настоящее чудо было впереди. Глава 3. Дорога в никуда, мы выехали на трассу. Дождь снова зарядил с новой силой. Дворники едва справлялись с потоками воды, фары выхватывали из темноты лишь мокрый блестящий асфальт и столбы с дорожными знаками. В кабине было тихо и тепло. Матушка, которую, как я узнал, звали Серафима, сидела съежившись и смотрела в окно на проносящиеся мимо огни. «Матушка Серафима», — нарушил я молчание, — «вы давно в монастыре?» Она повернулась ко мне. В полумраке кабины ее лицо казалось высеченным из слоновой кости. «С юности, сынок. Как только 18 исполнилось, так и ушла в обитель. Родители сначала противились, плакали, а потом смирились. Поняли, что это мой путь». Она помолчала, перебирая в руках старые деревянные четки. «Своих детей у меня Господь не дал, но я многих выненчила. У нас при монастыре был приют для девочек-сирот. Они все были моими дочками. Я их учила грамоте, рукоделию, молитвам, а теперь они уже сами бабушки, наверное. Приезжают иногда, навещают. Только я их не всегда узнаю». Ее голос задрожал. Память. Она как решето стала. Все утекает. Иногда утром проснусь в своей келье и не могу понять, где я и кто я. Страшно это, сынок. Очень страшно. Будто ты есть, и тебя нет одновременно. От ее слов у меня защемило сердце. Это была исповедь человека, запертого в тюрьме собственного разума. Человека, у которого отнимали самое дорогое
его прошлое, его личность. Я свернул с М7 на юг, в сторону Мурома, ориентируясь по навигатору. До Дивеева было крюк километров в 200. Это означало, что я опоздаю на базу не на несколько часов, а на полдня, если не больше. Я достал телефон и набрал номер диспетчера. «Петрович, привет. Это Сибиряк». «Волков, ты где пропал?» — раздался в трубке недовольный голос. «Ты уже должен был, Владимир, проходить». «Петрович, тут такое дело. В общем, я свернул с маршрута. Везу одного человека. Какого еще человека? Ты в своем уме? У тебя путевой лист, график. Ты что, таксовать решил?» «Петрович, я монахиню подобрал на заправке. Старенькая совсем, с памятью плохо. Потерялась. Говорит, из Дивеева. Не мог же я ее бросить». В трубке на несколько секунд повисла тишина. «Волков, ты или святой, или идиот», — наконец произнес Петрович. Голос его смягчился. «Ладно, делай, что должен. Но с начальством разбираться будешь сам. И про премию забудь». «Ясно? Ясно, Петрович. Спасибо». Я положил телефон. Стало немного легче. По крайней мере, не нужно было врать. Мы ехали молча. За окном проносились темные силуэты деревень, редкие освещенные окна домов. Дорога стала хуже. Асфальт сменился раздолбанным покрытием с ямами. КамАЗ трясло, и я старался ехать как можно аккуратнее. Внезапно впереди из-за поворота блеснул сине-красный проблесковый маячок. Пост ДПС. Инспектор в светоотражающем жилете взмахнул полосатым жезлом. «Приехали». Я остановился. Инспектор неторопливо подошел к кабине, посветил фонариком мне в лицо. «Старший лейтенант Сидоров, ваши документы». Я протянул ему права и документы на машину. «Куда путь держим, водитель?» «Почему с маршрута отклонились?» «Да вот», — я кивнул на матушку, — «беда у человека. Помочь надо. В монастырь везу». Инспектор посветил фонариком в кабину на матушку Серафиму. Она испуганно смотрела на него. «Что, правда, что ли?» — недоверчиво спросил он. «А то знаем мы эти сказки. То котенка спасаете, то бабушку через дорогу переводите, а у самих в прицепе контрабанда». «Какая контрабанда, командир? Я порожняком иду. Можешь проверить. Просто по-человечески. Поступить решил». Инспектор еще раз внимательно посмотрел на меня, на матушку. Что-то в его лице изменилось. «Ладно», — сказал он, возвращая документы. «Езжай. И будь осторожнее. Тут через 5 километров мост ремонтируют, реверсивное движение. Пробку соберешь». «Спасибо, да, командир». Я тронулся. «Хороший человек», — тихо сказала матушка Серафима. «Всякие бывают, матушка», — ответил я. Пробка у моста и вправду была знатная. Мы простояли почти час. Время утекало, а вместе с ним и мои шансы хоть как-то оправдаться перед начальством. Матушка задремала, ее голова в темном платке качалась в такт покачиванием кабины. Я смотрел на нее и думал, что заставляет людей вот так в один момент бросить все, дом, семью, привычную жизнь, и уйти в монастырь? Какая сила? Какая вера? Для меня, человека земного, это было загадкой. Наконец мы проехали мост и снова покатили по темной дороге. Я понимал, что до Дивеева мы доберемся только к утру. Нужно было где-то остановиться, дать отдохнуть и себе, и матушке. Вскоре показался небольшой придорожный комплекс. Кафе «Уют» и пара гостевых домиков. Я свернул на стоянку. «Матушка,
Надо бы вам отдохнуть по-человечески, в тепле. Пойдемте, и я вам комнату сниму». Она испуганно замотала головой. «Нет, сынок, не надо. Я здесь, с тобой в кабине останусь. Мне так спокойнее». Я не стал настаивать. Зашел в кафе, купил нам по чашке горячего чая и пару пирожков с картошкой. Мы сидели в кабине, пили чай, и в этой простой сцене было что-то удивительно правильное и настоящее. «Спасибо тебе, сынок», — сказала матушка, когда мы доели. «Заботишься обо мне, как и я родной». «Да что вы, матушка! Кто бы на моем месте так не поступил?» «Многие бы проехали мимо», — тихо возразила она. «Сейчас время такое. Каждый за себя». Я не знал, что ответить. Может, она и была права. Я достал телефон и снова начал искать в интернете номера монастырей. На этот раз я решил обзвонить все женские обители в радиусе 100 километров. Гороховец, Муром, Арзамас. Везде мне отвечали одно и то же. «Нет, у нас никто не пропадал». Отчаяние начало подступать. А что, если я ошибся? Что, если это не Дивеево? Что, если я просто вожу по ночной России старую, больную женщину? И ее дом совсем в другой стороне? Последним в моем списке был Серафимо-Дивеевский монастырь. Я набрал номер паломнической службы. Долго играла музыка, потом ответил сонный женский голос. «Слушаю вас». Я, уже почти не надеясь на успех, начал свой рассказ. «Здравствуйте. Простите за поздний звонок. Меня зовут Сергей. Я водитель-дальнобойщик. Я нашел на трассе под Владимиром пожилую монахиню. Она не помнит, откуда она, но говорит, что ее зовут матушка Серафима». «Серафима?» — встрепенулся голос в трубке. «Пожилая, седые волосы, голубые глаза?» «Да, все так. Господи, слава тебе!» В голосе женщины послышались слезы. «Мы ее уже 2 дня ищем. Весь наш район на уши поставили, в полицию заявили. Она у нас с болезнью Альцгеймера. Иногда уходит из обители и теряется. Мы уже думали, худшее случилось. Где вы сейчас?» «Мы недалеко от Арзамаса. Едем в вашу сторону. Езжайте, сынок, езжайте. Мы вас ждем. Всю ночь ждать будем. Вы не представляете, какое дело вы сделали». Я положил трубку и почувствовал огромное облегчение. Нашлись. Мы нашли ее дом. Я повернулся к матушке. Она смотрела на меня с надеждой. «Матушка», — сказал я, улыбаясь, — «мы нашли ваш дом. В Дивеево вас ждут. Сестры очень беспокоятся». Она ничего не ответила. Только закрыла глаза, и по ее щекам снова покатились слезы. Но на этот раз это были слезы радости. Я завел мотор. До рассвета оставалось несколько часов. Я больше не думал ни о штрафах, ни о начальстве. Я думал только о том, что везу домой заблудшую душу. И это было самым главным. Глава 4. Возвращение. Мы подъехали к Дивеево, когда небо на востоке только-только начало светлеть. Село еще спало. Но над ним, в предрассветной дымке, уже возвышались величественные силуэты соборов и колоколен. Золотые купола тускло поблескивали, отражая первые робкие лучи солнца. Это было невероятное зрелище. Казалось, мы попали в какой-то сказочный неземной град. Я остановил свой КамАЗ у святых врат монастыря. Вокруг была тишина. Я заглушил мотор и вышел из кабины. Воздух был чистым, морозным и пах ладаном. Не успел я подойти к воротам, как они со скрипом отворились, и оттуда выбежала молодая монахиня в черном апостольнике. Увидев меня, она остановилась. «Вы Сергей?»
Я. А где матушка? В этот момент открылась дверь кабины, и я помог матушке Серафиме спуститься. «Матушка Серафима! Родная наша!» — воскликнула монахиня и бросилась к ней. Она обняла старую женщину, и они обе заплакали. Из ворот вышли еще несколько сестер. Они окружили матушку, обнимали ее, целовали ей руки, что-то говорили. Это была сцена из какого-то старого фильма. Сцена настоящего, неподдельного счастья. Подошла пожилая, статная монахиня, видимо, игуменья. «Спасибо вам, Сергей», — сказала она, глядя мне прямо в глаза. Взгляд у нее был строгий, но очень добрый. «Вы спасли нам сестру. Мы уж и не чаяли увидеть ее живой. Да хранит вас Господь за ваше доброе сердце». Меня настойчиво звали в трапезную, предлагали накормить, дать денег на дорогу. Но я отказался. «Не нужно, матушки. Вы лучше помолитесь за меня грешного. Это будет лучшая награда». Я уже садился в кабину, когда услышал за спиной тихий голос матушки Серафимы. «Сергей, помни, Господь и тех хранит, кто других бережет». Я не обернулся, просто махнул рукой, закрыл дверь и тронулся в путь. В зеркале заднего вида я видел, как сестры уводят матушку Серафиму вглубь монастыря. Обратная дорога была легкой. Солнце уже взошло, освещая поля, покрытые первым тонким снежком. Я ехал и чувствовал какую-то невероятную легкость на душе. Я не думал о проблемах, которые ждали меня на базе. Я о том, что сделал что-то правильное, что-то настоящее. На базу в Ногинск я прибыл к вечеру. Опоздал почти на сутки. Начальник базы, Николай Иванович, мужик суровый, бывший военный, встретил меня у ворот. «Волков, ты где был?» — просил он без предисловий. «Да вот, Николай Иванович, пришлось сделать крюк». «Я знаю. Мне Петрович звонил. Зайди ко мне в кабинет». Я зашел. В кабинете сидел сам генеральный директор нашего автотранспортного предприятия. Фигура почти мифическая, которую мы, простые водители, видели только на корпоративных праздниках. «Садись, Волков», — сказал он. Я сел. Приготовился к худшему. Увольнение, штраф в ползарплаты. Рассказывай. И я рассказал. Все как было. Про ночную заправку, про растерянную монахиню, про дорогу в Дивеево. Генеральный слушал молча, не перебивая. Когда я закончил, он долго смотрел на меня, а потом сказал: «Знаешь, Волков, по всем инструкциям я должен тебя уволить. За срыв рейса, за самовольное отклонение от маршрута. Но чисто по-человечески. Ты поступил правильно». Он встал, подошел ко мне и пожал руку. «Иди отдыхай, герой. Никаких штрафов не будет. И премию свою получишь в полном объеме». Я вышел из кабинета, как в тумане. Я не верил своим ушам. А через 2 дня случилось то, чего я совсем не ожидал. Мне снова позвонил Петрович. «Сибиряк, ты сидишь? Сядь, а то упадешь. Тут из Дивеевского монастыря официальное письмо пришло. На бланке, с печатью. На имя генерального. В нем игуменья благодарит предприятие и лично тебя, Волков Сергей Петрович, за спасение сестры и просит тебя поощрить». «Да ладно», — только и смог выговорить я. «Не да ладно». Генеральный это письмо прочитал, растрогался. Сказал, что такие люди, как ты, это золотой фонд компании. Короче, сибиряк, со следующего месяца тебя переводят на новый маршрут. Москва, Петербург. График удобный, машина новая, Скания. И оклад в 1,5 раза выше, чтобы ты, как он сказал, чаще с семьей был. Я стоял посреди стоянки, держал в руке телефон и не знал, смеяться мне или плакать. Неужели так бывает?
Неужели добро и вправду возвращается? Эпилог. Прошло полгода. Я работал на новом маршруте, на новой машине. Жизнь наладилась. Я стал чаще бывать дома с женой и сыном. Но история с матушкой Серафимой не отпускала меня. Однажды в свой выходной я сел в свою старенькую десятку и поехал в Дивеево. Без звонка, без предупреждения. Просто так. Монастырь жил своей жизнью. Ходили паломники, шла служба. Я нашел сестру, которая встречала нас тогда ночью. Она меня узнала, обрадовалась. «Матушка Серафима в саду», — сказала она. «Она часто там сидит. И все спрашивает, не проезжал ли мимо ангел на большом грузовике. Я нашел ее на скамейке под старой раскидистой яблоней. Она смотрела на белые стены собора и чему-то тихо улыбалась. «Матушка, здравствуйте. Помните меня?» Она медленно повернула голову. На этот раз в ее взгляде не было ни тени растерянности. Он был ясным, светлым и полным какой-то тихой мудрости. «Конечно, помню, сынок Сергей. Разве такое забудешь? Мы долго сидели и разговаривали. О жизни, о дороге, о вере. Она рассказывала мне о своем детстве, о том, как пришла в монастырь. Я рассказывал ей о своей семье, о работе. Перед уходом она достала из кармана своей рясы маленькую, потемневшую от времени деревянную иконку-складень. На одной створке был изображен святитель Николай Чудотворец, покровитель всех путешествующих, на другой — ангел-хранитель. «Возьми, сынок, это мой тебе подарок. Пусть они хранят тебя на всех твоих дорогах, чтобы ты никогда не терялся ни в пути, ни в жизни. С тех пор эта иконка всегда со мной. Она стоит на приборной панели моего грузовика. И каждый раз, отправляясь в рейс, я смотрю на нее и вспоминаю ту ноябрьскую ночь. Я до сих пор не знаю, что это было. Случайность? Судьба? Божий промысел? Я не знаю. Но я знаю одно. Иногда в жизни нужно просто остановиться, оглянуться и помочь тому, кто в этом нуждается. Потому что самый важный груз, который мы везем по этой жизни, это не тот, что в прицепе. Это тот, что в душе. И если ты дослушал мою историю до конца, я спрошу тебя так же, как спрашиваю себя, а ты бы остановил свой грузовик?